Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии Аллела Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Мастера дороги. Каждый день, независимо от погоды и времени года, по огромной сети дорог нашей республики движется бесчисленное количество машин. Это одна из основных систем экономики и жизни общества. Транспортники региона отметили свой профессиональный праздник. Снежное настроение. Нелегко учиться в ней. Новогодний утренник провели в столичном образовательном центре имени Ахмата Хаджи Кадырова. Забота государства. комиссия веш был голову. Кастен мой акылын был выжрида лагот был верфи. Церь движу что на острове. В Грозном состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам социальной поддержки участников специальной военной операции. Прошло 14-е итоговое заседание правительства Чеченской Республики. Рассматривались вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства, культуры и образования. О работе за 2025 год расскажет Рамзан Абуев. Развитие жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования и молодежной сферы. В повестке 14-го итогового заседания правительства 13 вопросов. В текущем году принято более 280 нормативно-правовых актов. Председатель Кабинета министров Магомед Даудов подвел итоги работы за 2025 год. دائما ديون شحال والجوع ومحدث رمضان عسوية دكت يقرس ويحكي شو خيتوش ويحكي شو دوش ديانا إرسيت حني ديانا دال ده أول أعمد عجنية يا نيقن بيبايد نادوش إرسي دال هلول ديان موسو министерство зам председателя правительства министры главы силовой блок телевидение прокуратура помощники советники налоговые дионы Кастин, казначейство, Министерство финансов. В частности, рассматривалось внесение изменений в постановление правительства об утверждении положения об оплате труда работников отдельных государственных бюджетных учреждений. Вице-премьер Рустам Шаптукаев выступил в поддержку принятия этих изменений. Оно было внесено в рамках изменения должностных регламентов сотрудников многофункциональных центров Чеченской Республики, в народе известных как МФЦ. Тут мы вводили новую штатную должность и некоторые изменения по названиям штатных должностей, в том числе первый заместитель руководителя филиала, исключали, добавляли иную должность. И, конечно же, нам указанное изменение необходимо было внести в связи с тем, что в рамках поручения главы, как мы с вами знаем, была проиндексирована и увеличена заработная плата государственных служащих и работников бюджетной сферы. Заместитель председателя правительства Висхан Мацуев представил обзор на постановление о субсидировании модернизации объектов агропромышленного комплекса, а также выделении средств на закупку маркировочного оборудования для обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции. В ходе заседания утвердили региональную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство, промышленные и иные организации региона». Кроме того, внесены изменения в постановление правительства, касающиеся положения Министерства по делам молодежи. В завершении заседания членам Кабинета министров и руководителям ведомств вручили почетные грамоты правительства за высокий профессионализм, добросовестную работу и безупречное исполнение служебных обязанностей. Рамзан Абуев, Ислам Ибрагимов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В Чеченской Республике отметили День работников транспорта, праздник тех, кто обеспечивает качественное и безопасное движение. О том, как поздравляют профессионалов отрасли, расскажет Ахмед Рамазанов. Каждый день, независимо от погоды и времени года, по огромной сети дорог нашей республики движется бесчисленное количество машин.
Это одна из основных систем экономики и жизни общества. И за ее бесперебойной работой стоят сотни людей. Сегодня их профессиональный праздник – День работника дорожного транспорта. Торжество посетили официальные лица. Председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов зачитал приветственный адрес главы региона Рамзана Кадырова, в котором руководитель субъекта поздравил работников и отметил их важный вклад в развитие дорожной инфраструктуры. Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем работника транспорта. Транспорт является одной из ключевых систем жизнеобеспечения страны и каждого региона. От его устойчивой и слаженной работы зависит развитие экономики, социальная стабильность и безопасность людей. Данная отрасль стала важнейшей опорой реализации созидательного курса нашего первого президента, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В период послевоенного восстановления именно на плечи транспортников легла колоссальная ответственность обеспечить бесперебойную работу автодорожной сети, железнодорожного сообщения, авиационного транспорта, связать между собой города и районы нашей республики, создать условия для возрождения промышленности, строительства и социальной сферы. Транспортная система региона была не просто восстановлена, но выведена на качественно другой уровень. Сегодня она по праву является одним из флагманов экономики республики. Созданы все необходимые условия для ее динамичного развития и модернизации. Реализуются инфраструктурные проекты, повышаются стандарты безопасности и качество перевозок. На всех направлениях мы видим устойчивый рост показателей, расширение возможностей и повышение уровня сервиса для пассажиров и грузоотправителей. В транспортной сфере Чеченской Республики трудятся тысячи специалистов. Их деятельность обеспечивает устойчивое развитие региона и его экономический потенциал. Хочу выразить благодарность министру транспорта, связи и цифрового развития Чеченской Республики Адаму Рамзановичу Черхигову и всем работникам транспортной отрасли за добросовестный труд. Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия, успехов в работе и уверенности в завтрашнем дне. Дарату больше. Ахмад Сила, Аллаху Акбар. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Магомед Даудов, в свою очередь, отметил многочисленные достижения рабочих транспортной сферы и поблагодарил их за тяжкий труд. Именно что министерство Билгали Ахтугдар, что Адам Квартахуш, ваша кушада ягдулка, люксдулка, ومحكي عند الرئيس رمضان عجينا يقوش لقر ما قاد وشبو правительство سنا يقوشلو تكون قرل صون بيونا ومحكا باقد باش يقوشلو ونالجا قوشنا وملك بتشعقي وقت ساعة وغز وبتشعقي وقتي وكيما دي وقت ومشي أنت وقت وكويس وقت باشوليات وحنا ويسنيها اتس بتشعق حلا يا ايرو وكزال غليلز يا افتا وكزال غليلز ديون يا جلس دروجنا وكزال غليلز اتس عما خاتشنا اون سير كولتورا اون سير حاج دادي يسر اون سير экономически возможность سير потенциал мосума سار بيش بالوقت سرازو ديونا اتس بتشعق ما خاد وش بو تغنا الحمد لله دال خاصنا بو اش دي بيسي دوش ديونا شو محدثه تدهكن دولي قشقوش در باندوش آدم شا جيم ورا ساعش جيم يالخلو وي كمان ديو قاموخل يتخال خلوخ ديو شا تخال خضر باندوش كيمان سوينك الحمد لله ديونا شو وي ايربورتر دين دا ديونا مهك حل داخل ديو مخاد بو. Более 200 лет назад в стране начала формироваться единая транспортная структура. В республике данная сфера была построена практически с нуля. Во время военных кампаний, наряду с другими министерствами, она была полностью уничтожена. Но благодаря правильному политическому курсу первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, субъект начал путь к стабильности и процветанию. За годы работы ведомство достигло значительных высот. Министр транспорта, связи и цифрового развития Чеченской Республики Адам Черхигов в своей приветственной речи рассказал, каких целей удалось достичь за 2025 год. По его словам, введены в эксплуатацию новый железнодорожный вокзал и состоялось открытие после реконструкции контейнерного терминала на станции Грозный. По словам ведомственного министра, регион имеет уникальную возможность войти в список лидеров по развитию транспортной инфраструктуры страны. Приобретены 163 автобуса для комфортабельной перевозки пассажиров. При координации Минтранса Чеченской Республики для повышения качества обслуживания частными транспортными организациями
осуществляющими перевозку пассажиров и багажа легковым такси приобретено около 500 автомобилей отечественного производства. Динамичное развитие экономики и социальной сферы Чеченской Республики создает необходимость вывода логистических возможностей на новый уровень. В этой связи инициировано строительство нового международного аэропорта Грозный-Северный имени Амана Хаджи Кадырова стоимостью 47,6 миллиардов рублей. 20 ноября 2025 года введен в эксплуатацию новый командно-диспетчерский пункт с административно-бытовым блоком. Также планируется реализация нового инвестиционного проекта по строительству грузового авиатерминала стоимостью 1,6 миллиардов рублей. Это, безусловно, заслуга главы Чеченской Республики и Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Далее приступили к торжественной части. Медалью памяти Ахмата Хаджи Кадырова удостоили Адама Черхигова. Медалью памяти Ахмат Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, Черхигов Адам Рамзанович, министр транспорта, связи и цифрового развития Чеченской Республики. За многочисленные заслуги в работе были отмечены и другие отличившиеся сотрудники. Среди тех, кто отдал годы в работе, главный специалист отдела имущества и экономического прогнозирования ведомства Ильяс Усамов. Мужчина уже 13 лет трудится в дорожной отрасли и зарекомендовал себя как профессионал своего дела. Его вклад также отметили и передали благодарственное письмо от главы региона. Я люблю помогать людям. Мы непосредственно развиваем транспортный комплекс, связи, цифровые технологии. Внедряем информационные технологии в жизнь общества. Для меня это как-то неожиданно, но радостно. Я благодарю главу Чеченской Республики за то, что дал мне эту почетную грамоту. Он всегда нам помогает в нашей работе. С таким руководителем любые задачи, они не сложны. Работники дорожного транспорта – это специалисты, которые часто остаются в тени, те самые герои в черных плащах. Но результаты их труда мы видим буквально каждый день. Они соединяют, доставляют, строят и ремонтируют. Ахмед Рамазанов, Алисхан Кацулов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В Центре образования имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова состоялся новогодний утренник. Для каждого ребенка это самый волшебный праздник, которого долго ждут. Все подготовились к нему основательно, костюмы, стихи и песни. Рабият Гайтеева продолжит. Для юной Мариам Тумхаджиевой сегодняшний день сложился в идеальном совпадении. Ее день рождения и долгожданный школьный новогодний утренник. И то, как отмечали этот день, превзошло все ее ожидания. Сегодня у меня еще день рождения, меня все поздравили. Мне подарили торт, мне с утра мама подарила. Новый год – это подарки, гирлянды, елка, а еще праздничные утренники. Малыши Центра образования устроили настоящую зимнюю сказку для своих любимых родителей и преподавателей. В празднике также участвуют и внуки первого президента Чеченской Республики, Героя России Хусейн, Хасан и Абдуллах Кадыровы. Поддержать детей пришли и внучки Ахмата Хаджи Кадырова Айшат и Хутмат Рамзановны. Сначала гостям показали театральную постановку. Снегурочка, Дед Мороз, Снеговик – все по классике зимней истории. Однако праздник был почти испорчен неожиданной сменой погодных условий. Дедушка, прости, это я виновата. Ты оставил глобус и волшебный снег. Мы хотели сделать детям на экваторе сюрприз. И вам это удалось. Все, хватит разговоров. Договор больше не действует. Теперь и здесь мои владения. Дети, снимайте сапоги. Скоро станет жарко. Стихи, песни и искренняя игра детей перед публикой растопили сердца всех без исключений и буквально очаровали зал. Но главный фурор произвели самые юные участники. В деловых костюмах на сцену вышли первоклашки. Среди них и Абдуллах Кадыров. Они показали настолько уморительные сценки, что никто не смог устоять от смеха. Обычное утро в школе. Абдуллах выступил организатором праздника, сделав детям подарок. Он пригласил на утренник команду КВНщиков и артистов эстрады. Самое главное оказалось подарить детям на Новый год радость и смех. Этот праздник наверняка запомнится каждому надолго. О своих впечатлениях с нашей съемочной группой поделились Хусейн и Хасан Кадыровы. Выступление Шхасхитар. Ой, ты дошкер, шуду сумхазахет. شکلخ مسعود عبدی قلال که لشوتانی
Сахалха лир праздник дарья умер КВН шар. Посмол суде колдоти дождь шутани. Дети блистали сегодня ярче звезд на елках. Яркие платья и красочные костюмы привлекали взгляд каждого. Я очень долго готовилась к этому мероприятию. Платье себе выбирала, шубу выбирала. И я хочу всех поздравить с Новым годом. После торжественной части мероприятия всем детям раздаются сладкие наборы от регионального общественного фонда имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, а также подарки от первой леди региона Медни Мусаевны. Медни Мусаевна досает, а я подарок. Чисто даем лилер дос. Медни Мусаевна Абдулан Дерес Очаю подарок микрофон часы досает. Развивающие настольные игры, смарт-часы, сладости и мягкие игрушки. Подарок стал идеальным сюрпризом для учащихся начальной школы. По завершению торжественной части мероприятия и вручения подарков праздник продолжился за большим столом и общим чаепитием для всех детей. Однако самый главный показатель успеха любого детского праздника – это, конечно, эмоции самих ребят. Мне понравился этот год. Этот год был отличным. С Новым годом вас всех! В канун Нового года так хочется услышать самые добрые и искренние поздравления. И малыши с большим желанием делятся новогодними пожеланиями для всех жителей нашей республики. Всех с наступающим Новым годом! Желаю счастья, здоровья, чтобы все желания сбылись. Желаю счастья и веселья, чтобы все желания сбылись. Желаю вам здоровья, чтобы вы никогда не болели, и счастья, и чтобы все желания сбылись. А кульминацией праздника стал ритм народных танцев. Как только зазвучали первые такты лезгинки, каждый стремился в центр круга. Рабиат Гайтиева, Магомед Басаев, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова закупил сладкие подарки для обучающихся образовательных организаций Грозного в рамках ежегодной акции. В этом году праздничные наборы получат порядка 28 тысяч школьников младшего звена, а также дети из отдельных категорий. Такая благотворительность стала уже доброй традицией, которая приносит ребятам искренние эмоции и праздничное настроение. В Грозном состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Под председательством помощника главы, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева профильные чиновники обсудили вопросы внедрения системы рейтинга субъектов Федерации по эффективности представления мер социальной поддержки, увековечения памяти защитников Отечества, рассмотрения обращений, поступивших в ходе прямой линии главы, касающихся участников специальной военной операции и их семей. Ровенцат эделен диакарза ел протокольное поручение, хилерал сонах главас ел поручение мой выполнить, а еще я индаем. Цах поручение цагарча о команде ахуш болчер, о мовчичу абеш болчер, массершей, моральный долг, олевой диакар духовой галуштек, да. Цана гуманти айтесса цадучтак, тянуть цадяш максимально галучки, парсих скоординировать цадяш, оши твой есть телефон твана, тамтя квертчар, я цаправил люпа милха тамтя. Там те дауан пахук школа, вой вежри цер дюзуша, вой галуштек, да, вой церси, ларам бар иза войнтя. Диакарду, ака и диакар войнтеч агдя шев рамзан аш, поручение юцундел. Диакар духсашек. Хорошо, вой чок дож докил шараха, вой направление штуку хиларха, каждый чин бел штуку хилара, хок комиссия спеч бол балгана, эстен тетиден богатыр. Диакар духса мегидуй на вас трешт барт биргух. В
ходе заседания благодарственными письмами Министерства по национальной политике, внешним связи, печати и информации наградили представителей районных межведомственных комиссий. В Доме культуры села Дешневедено состоялся ретро-концерт, объединивший разные поколения. Со сцены прозвучали мелодии, знакомые многим, хиты чеченской эстрады 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годов. Каждая песня вызвала волну воспоминаний. Живой отклик публики был самым лучшим доказательством того, насколько дороги и любимы эти композиции. Зрители с восторгом встречали артистов. Мероприятие посетил глава Веденского района Турпал Али Абдул-Азизов и другие официальные лица. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Мухтазова. До новых встреч в эфире.